центре событий. Эхо Москвы. Время выбирать. На Эхе Москвы в Уфе. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем третий выпуск первого сезона радиопередачи «Время выбирать». С вами ее ведущий Ренат Факиев, руководитель башкирского отделения Всероссийского движения в защиту прав избирателей «Голос». Также с нами сегодня на связи Ренат Бакиев, кандидат самовыдвиженец в депутаты Горсовета Гордуфа. Ренат, приветствую. Привет. Еженедельно по пятницам с 2 часов до 2:30 мы освещаем избирательные кампании, которые проходят на территории Башкирии и которые завершатся, к нашему нескончаемому сожалению, трехдневным голосованием с 17 по 19 сентября. Рассказываем про важные детали избирательного процесса, разбираем термины, связанные с выборами, обсуждаем с экспертами и кандидатами в депутаты важные темы, а также в конце каждой передачи отвечаем на вопросы слушателей, поступающие из соцсетей. Вопросы можно будет присылать в комментариях к ролику, который мы выложим в YouTube после завершения передачи, а также лично мне в Фейсбуке и Инстаграме. Ренат Факиев, легко вы меня найдете. Напоминаю, что сейчас по всей России началась избирательная кампания в Госдуму Российской Федерации. В Башкирии мы выбираем 6 депутатов, в Горсовет Гордуфы выбираем 36 депутатов, в 3 районах Башкирии выбираем 3 депутатов в Курултае, а еще в сельсоветах по всей Башкирии и в горсоветах Белорецка и Бирска выбираются 303 депутата в 173 избирательных кампаниях местного уровня. Так что, друзья, нас действительно ждет жаркое предвыборное лето. Переходим к новостям выборов. В Центре избиркоме Российской Федерации рассказали подробности о дистанционном голосовании на выборах, которые назначены на единый день голосования 2021 года. Проголосовать через интернет можно будет в Курской, Нижегородской, Мурманской, Московской и Ярославских областях, а также в городах Москве и Севастополе. В Ростовской области, например, тоже можно будет проголосовать. А почему? Потому что в регионе много граждан, бывших жителей непризнанной Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики, которые получили гражданство Российской Федерации в упрощенном режиме. Именно для этого для них выделяется такая возможность в Ростовской области. Посмотрим, сколько человек проголосует, потому что в теории этим правом дистанционного голосования обладает около 10 миллионов человек в этих регионах. Чтобы принять участие в голосовании, необходимо будет подать заявление через сайт госуслуг. Москвичи также могут воспользоваться порталом most.ru. Заявление принимается со 2 августа по 13 сентября. Те, кто записался на голосование через интернет, будут исключаться из списков на своих участках. Так что, друзья, дважды не получится проголосовать, имейте в виду. Выбирайте заранее, как вы будете голосовать, если у вас есть такая возможность. Напоминаю, в Башкирии такой возможности нет. Голосуем по старинке, приходя на избирательный участок. Также в Ростелекоме сообщили, что будет создан специальный открытый портал, на котором можно будет выгрузить все транзакции в блокчейне, которые, собственно, обеспечивают голосование. Надеемся, что мы сможем проконтролировать, потому что ранее это не особо получалось на тестах. Еще новости федерального. Рекомендации Роспотребнадзора о выборах в условиях распространения коронавирусной инфекции не подлежат государственной регистрации и не обязательны к исполнению. Об этом говорится в ответе Минюста на запрос информационного агентства «Закон». Ранее, напомню, Роспотребнадзор выпустил рекомендации, которые противоречили положениям, зафиксированным в законодательстве о выборах, и делали наблюдение на выборах практически бессмысленным. Так что агентство «Закон» обратилось с разъяснениями, и Минюст сказал, что это не обязательно к выполнению. Вот такой вот ответ официальный, собственно. Переходим к следующим новостям федеральным. Мои коллеги из Движения по защите прав избирателей «Голос» выпустили отчет о мониторинге федеральных телеканалов, в эфире которых идет информационная кампания по выборам депутатов в Госдуму. В то время как, когда кампания очевидным образом начала набирать обороты, на 4-й неделе избирательной кампании телеканалы радикально снизили и без того небольшой объем эфирного времени, выделяемого на освещение выборов. Такая усушка информации о важнейшем политическом событии особенно заметна в пересчете на минуты эфирного времени, выделенного на освещение кампании. Например, на 2-й неделе кампании телеканалы посвятили сюжетам о выборах и партиям 215 минут, на 3-й 176, а сейчас на 4-й неделе показатель упал до 96 минут, более чем в 2 раза по сравнению со скромными показателями 2-й недели. И при этом самим партиям было выделено 40 минут, из них 80% времени, естественно, досталось Единой России. КПРФ, Родина, Гражданская платформа, Яблоко, Коммунисты России, Зеленая альтернатива, Партия Роста в новостных выпусках вообще ни разу не упоминались эти партии, хотя они участвуют. Синхронность действий телеканалов порождает подозрение в сознательной усушке информационного поля вокруг выборов, в котором единственным сохранившимся политическим игроком стала Единая Россия. Все остальные партии на 4-й неделе кампании либо были
преданы полному забвению, либо оказались в близком к этому состоянию, то есть упоминались единое количество раз. При сохранении этих тенденций для телезрителей станет невозможным сформировать обоснованное отношение к политическим партиям, кандидатам, их программам и принять осознанное решение в дни голосования. Более подробно этот отчет с графиками и с точными цифрами можете посмотреть на сайте Движения «Голос». А также в описании к ролику на YouTube мы выложим ссылку для удобства. Переходим к новостям регионов. 19 июля Ленинский районный суд города Перми признал незаконным уничтожение избирательной комиссии Пермского края видеозаписи с избирательного участка 3445, сделанных во время выборов губернатора Пермского края, которые были в прошлом сентябре. Интересный прецедент, ранее такого не было. Раньше просто уничтожались и все, различные официальные видеозаписи. Далее, первый отдел Следственного комитета по Пермскому краю продолжает расследование дела по 142 статье Уголовного кодекса Российской Федерации по фактам фальсификации итогов голосования на 7 участковых комиссиях Перми. Дело было возбуждено 9 марта 2021 года. Напомню, выборы прошли в сентябре 2020 года, а дело было возбуждено только в марте 2021 года. Но, тем не менее, оно успешно продвигается. Идем далее. В Пензенской области. Бессоновский районный суд Пензенской области приговорил бывшего председателя участковой избирательной комиссии 374 Светлану Сверчкову к 1,5 годам лишения свободы условно за фальсификацию итогов прошлогодних выборов по статье 142.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Немного расскажу про, собственно, дело, оно показательное абсолютно. 13 сентября 2020 года во время выборов губернатора Пензенской области глава Светлана Сверчкова, глава избирательной комиссии, заполнила 1324 неиспользованных бюллетеней и вбросила их в урну. Просто нагло вбросила. При этом Светлана Сверчкова на суде полностью признала вину, и приговор был вынесен с испытательным сроком на 1 год. При этом общая явка на избирательном участке по данным протокола составила 866 человек, а при этом реальная явка, которую посчитали наблюдатели, всего 204 человека. Понятно, да? 660 бюллетеней человек голосующих было просто нарисовано, что называется. И вот эти нарисованные люди были вброшены главой избирательной комиссии. Вот такая вот классическая абсолютно ситуация. Заявителем по этому делу выступил Антон Струнин, бывший координатор штаба Навального. В Пензе, напоминаю, что штабы Навального признаны Мосгорсудом и экстремистскими организациями. Также юридическая группа движения «Голос» помогла активистам составить заявление в региональный следком. То есть, друзья, на самом деле, даже если вы зафиксировали какое-то нарушение, особенно если это был вброс, у вас есть все шансы для того, чтобы довести это до суда и даже до приговора. На суде Сверчкова признала вину, расплакалась и попросила суд ее простить. «Новая газета» рассказала, что на заседании по делу Сверчковой вообще никого не было, кроме нее самой и заявителей. То есть никто ее даже не поддержал. В итоге, как говорят местные журналисты, суды по делам о фальсификациях продолжаются, их несколько. В делах фигурируют не только Сверчкова, но и другие члены комиссии, однако это уже не афишируется, поскольку все эти люди, школьные учителя и руководство, сообщают, что возбуждено целых 3 уголовных дела по аналогичным ситуациям. Так что имейте в виду, друзья, если вы такое заметили на участке, каким-то образом есть все шансы довести это до суда. Переходим к республиканским выборам. Хорошая новость. Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан утвердила распределение комплексов обработки избирательных бюллетеней на выборах 19 сентября. Также мы ждем, собственно, распределение по участкам этих КАИБов. Напоминаю, комплексы обработки избирательных бюллетеней – это автоматизированные устройства, которые считают голоса в автоматическом режиме. Считается, что это повышает честность выборов. Мы это неоднократно наблюдали. Дело в том, что использование автоматизированных систем компьютерных почему-то снижает явку. Это такой факт известный. Когда есть наблюдатели КАИБы, явка почему-то снижается. Наверное, потому что она в целом завышена искусственно. А во-вторых, голоса, поданные за кандидата или за партию от власти, тоже почему-то в КАИБах снижаются. Вот такой вот эффект странный. При этом КАИБы стоят в разных участках. Они бывают и в сельских районах, они и в маленьких городах бывают, они и в Уфе бывают. В общем, обычно КАИБы стоят там, где большие избирательные участки от 1500 или 2000 избирателей. Обычно это городские либо крупные населенные пункты. Так что мы ждем, куда конкретно они будут распределены. Это будет специальный приказ от местной центральной избирательной комиссии. Переходим к Горсовету города Уфы.
На 21 июля подали документы по 18 одномандатным округам следующей партии. Родина – 16 кандидатов выставила, ЛДПР – 18 кандидатов, Единая Россия – 18 кандидатов, Яблоко – 1 кандидат, Справедливая Россия, они же Патриоты, они же За правду – 18 кандидатов, Новые люди – 9 кандидатов выступило. Российская экологическая партия «Зеленые» – 7 кандидатов. КПРФ – 18 кандидатов. Партия Роста – 2 кандидата. И партия пенсионеров – 9 кандидатов. Итого, получается, что в среднем на одно место в Горсовет города Уфы претендует 5,9 кандидата. Почти 6 человек претендуют на одно место депутатское. Неплохой конкурс. Партийные списки по единому округу подали партия Родина, ЛДПР, Справедливая Россия, Патриот, За правду, Единая Россия, КПРФ, партия пенсионеров и Новые люди. Они впервые участвуют, посмотрим, как у них получится. Городская избирательная комиссия отказала в заверении депутатам-одномандатникам и партийному списку от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. В решении указано, что в предоставленном комплекте документов отсутствует официально заверенная, постоянно действующим руководящим органом избирательного объединения копия документа о государственной регистрации избирательного объединения. В общем, как всегда, придрались к документам. Посмотрим, что скажет, если вообще скажет, руководство партии на эту тему. В следующих передачах мы расскажем подробнее о кандидатах и партиях, участвующих в выборах. Дело в том, что документы уже все, кто мог, кто имел право на это, подали, теперь их заверили, и дальше уже кто-то, все, кого заверили, начинают, собственно, остальные процедуры. И будет уже интересно, кто именно будет активно участвовать. Один из участников этого процесса сегодня у нас в гостях, собственно, Ренат, я надеюсь, ты нам расскажешь, как у тебя, что получилось, что не получилось в этой процедуре. Напомню, что у нас появились кандидаты-двойники на выборы в Горсовет. Их стало даже больше за это время. То есть сначала в 13-м округе, где выдвигается общественник Алла Яковлева, появилась кандидатка самовыдвиженка Яковлева Надежда Николаевна, в пику ей. А теперь и в 10-м округе против Хазигалеева Артура Валерьевича, он действующий депутат Горсовета, я напомню, выдвинулся Хазигалеев Александр Юрьевич. Классическая технология: против известного кандидата выставляется однофамилец, а то и тезка, который должен отобрать несколько процентов голосов у тех избирателей, которые их перепутают при голосовании, потому что они будут идти рядом, согласно по фамилиям просто. Вот. Считается, что они несколько процентов, до 5% могут оттянуть таким образом. Но на самом деле, если активный кандидат участвует в выборах, это активная избирательная кампания позволяет, агитационная кампания позволяет такие вещи нивелировать, но все равно чего-нибудь да украдут, что называется. Вот. И мы потихонечку переходим к следующему блоку. Сегодня рубрика «Термин дня», и в ней мы рассказываем о терминах, которые употребляются для описания тех или иных аспектов избирательных кампаний. Сегодня у нас термин «избирательная комиссия». Итак, что такое избирательная комиссия? Это независимый коллегиальный орган, который формируется в соответствии с избирательным законодательством. Они организуют, обеспечивают подготовку и проведение выборов различного уровня, в том числе выдвижение и регистрацию кандидатов и политических партий, и списков кандидатов от партий. При проведении референдумов избирательная комиссия действует в качестве комиссии референдума. В соответствии с избирательным законодательством избирательная комиссия самостоятельна и независима от органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных объединений. В Башкирии представлены 4 из 5 возможных уровней избирательных комиссий. Итак, в основе находятся участковые избирательные комиссии, их же мы обычно называем УИКи сокращенно. В республике их на сегодняшний момент 3403 штуки. Из них стационарных, то есть те, которые находятся постоянно по одному и тому же адресу много лет, 3364. Обычно вы их можете найти в зданиях школ, допустим. И временных. Они находятся в больницах, санаториях, ЖД-вокзалах и СИЗО, организуются под каждый выбор отдельно. По Башкирии всего 39 штук. Это те самые комиссии, куда мы приходим все голосовать. Выше уровнем находятся территориальные избирательные комиссии. Они же ТИКи, сокращенно, как мы их обычно называем. Их всего в Башкирии 69. Эти комиссии либо совпадают с районом республики, либо совпадают по границам города. Но иногда совмещают и город, и район. А вот в Уфе, например, каждый район – это вообще отдельный ТИК. В Башкирии пропущен уровень окружных избирательных комиссий. В России они используются, но в Башкирии их нету. И их роль возлагается на территориальную избирательную комиссию. И вот, например, есть такая городская избирательная комиссия города Уфа, которая организует единственные выборы, у них задача каждые несколько лет организовывать выборы в Горсовет Уфы, и которая находится в стороне от работы ТИК по всей республике, и к работе которой у нас всегда есть существенные претензии, к сожалению. А выше территориальных избирательных комиссий находится Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан, которая организует работу всех комиссий на территории Башкирии. В России существует несколько уровней избирательных комиссий, как я уже сказал, но важно, что
на каждом из уровней, от участковых избирательных комиссий на селе с населением в 100 человек даже, до самых маленьких, до ЦИКа Российской Федерации, комиссии формально независимы и в работе должны руководствоваться законодательством, подзаконными актами, а при необходимости решать вопросы голосованием. То есть работа системы избирательных комиссий в теории устроена по примеру демократических институтов. А в жизни, к сожалению, мы видим, как подконтрольные администрациям и работодателям сотрудники участковых и территориальных комиссий фальсифицируют волеизъявления граждан различными способами, о чем мы сегодня уже рассказывали в новостях. И, к сожалению, будем еще рассказывать до дней голосования, в дни голосования и во время подсчета голосов. И даже, боюсь, после подсчета голосов. Но, к счастью, напоминаю, что у вас тоже есть шанс исправить ситуацию. Для этого необходимо, чтобы как можно большее количество честных и принципиальных граждан, на которых нельзя надавить через власть или работодателя, стало членами комиссии с правом решающего голоса на постоянной основе. Составы комиссии избираются на 5 лет. Проще всего это сделать, подав заявление через партии, потому что именно они получают половину мест в избирательных комиссиях. Работать членом комиссии с правом решающего голоса необходимо от 3 до 10 дней по графику, раз в 2 года примерно. За это выплачивается небольшую зарплату. А движение в защиту прав избирателей «Голос» от нашего движения вы получите почет и уважение за важную работу по очистке выборов от той грязи, которая к ним, к сожалению, налипла за эти годы. А теперь мы переходим к рубрике «Гость передачи». Сегодня у нас Ренат Бакиев. Добрый день, Ренат. Ренат, скажи, пожалуйста, ты меня слышишь? Ренат выпал немножко со связи. Ренат, добрый день. Да, я здесь. Ну, отлично. Да, итак, привет. сегодня у нас Ренат Бакиев, смелый человек, который выдвинулся самодвиженцем в горсовет города Уфы. Ренат, кроме того, что ты общественник, занимаешься некоторыми своими вопросами, я надеюсь, сейчас ты нам расскажешь о своих 2 основных темах избирательной кампании. Насколько я знаю, ты уже не в первый раз пытаешься участвовать в выборах горсовет, правильно? Да, это 2-я попытка. 2-я попытка, отлично. Вот, и подряд, да, неплохо, ты упорный человек. Кроме того, что ты общественник, чем ты занимаешься в жизни? Ну, изначально, получается, я предприниматель в сфере IT, и у меня есть 2 проекта, которые, назовем так, тормозят из-за чиновников, и мне виделось, что депутатство – это интересная связка в этих проектах, которая поможет, так сказать, реализовать эти проекты. Проект связан, получается, пытались создать территориальное общественное самоуправление на территории, практически, получается, в границы которой входит как раз избирательный округ номер 7, в котором я баллотировался. И второй проект – это строительство поселка Сада. На территории тоже Уфы, где, получается, земля не является активом. В общем, интересный проект. Все в рамках закона, но единственное, все направлено на самоуправление. То есть граждане сами все решают. И отчасти это для наших чиновников очень сложно понять. Скажи, пожалуйста, насколько я знаю, в России есть пример успешной организации территориальных, как правильно, ТОСы, да, они называются? ТОС, да. Это шифровывается как? Территориальное общественное самоуправление. Территориальное общественное самоуправление. Но в Башкирии насколько это активно развито? Потому что я слышал буквально о паре примеров таких, вроде как. Да, и даже получается, у нас задача все-таки была создать, в том числе, не просто на бумаге ТОС, а юридическое. А юридическое это, получается, общественная организация в границах, соответственно, определенной территории. И проблема просто в том, что, опять же, наш, допустим, Совет депутатов городского округа города Уфы считает, что территориальное, то ТОС может быть организован исключительно в границах жилых домов. То есть не по территории, как мы планировали. А мы планировали по территории, и вот как бы в судах мы сейчас в суде проиграли и идем в Верховный суд. Башкирия? Нет, уже РФ. То есть в Башкирии там уже прошли, в принципе, стандартно. То есть никто ничего не хочет принимать решения. И это в любом случае мы сразу же понимали, что идем на РФ.
Мгм. Итак, один проект — это организация ТОС, да, Да. на территории Уфы, получается, да? А Мгм. второй проект — это организация отдельного такого поселения, да, фактически? Ну, фактически, да, поселение, А что в нем где... особенного будет? Потому что вокруг Уфы довольно много разных поселков, старых, новых организовалось. Скажи, пожалуйста, в чем Ага. особенность твоего проекта? Ну, а особенность получается в том, что земельный участок, получается, не будет продаваться. Вот, Мгм. соответственно, как бы все те деньги, которые могли бы, допустим, направлены быть на покупку этого земельного участка, если смотреть по рыночным условиям, то эти средства будут направлены на создание создание инфраструктуры и благоустройство территории. То есть Мгм. в итоге, получается, за счет тех законодательных норм, которые сейчас есть, можно добиться капитализации земельного участка и, соответственно, ну, в том числе улучшить будущие активы для применения в сфере ипотеки на строительство дома. Понятно. И ты считаешь, что твой мандат депутата помог бы тебе, горсовета, помог бы тебе продвинуть эти проекты? Как минимум, да. То есть это много моментов, которые вот просто сталкиваешься и не понимаешь. Тоже, допустим, там, с главархитектурой, с УЗИО, да, это как раз, получается, те органы функционально-отраслевые, которые в том числе, назначает, да, администрация города, но администрация города подчиняется непосредственно Совету депутатов. Отлично. Смотри, я недавно посмотрел специально документ, которым пользуются депутаты в своих действиях, собственно, устав, да, города Мгм. называется. Да, И там перечислены те темы, собственно, те темы, так они называются, темы, вопросы местного ответ- значения. вопросы местного значения, да, совершенно верно. Я там насчитал их всего около 60, 58 или 59, что-то около того. И я обратил внимание, что половина из них, примерно 30, это вопросы различного строительства, дорожного, жилищного и так далее. Я прав? Да, то есть То там, есть- Мгм. То есть в основном депутаты занимаются решением вопросов, связанных со стройкой, по-русски говоря. Ну, не прям со стройкой, а назовем так благоустройством. Ну, строительство в широком смысле, благоустройство Да, да. и так далее. Все остальные вопросы, они там поделены по чуть-чуть. Там и есть и образование, да, там есть и здравоохранение, там есть культура немножко, даже я видел, и так далее. То есть по чуть-чуть остальные вот 30 тем разбиты по этим направлениям. Скажи, пожалуйста, а вот есть ли возможность через горсовет решать вопросы, например, которые, например, я знаю точно, достал всех уфимцев с качеством дорог, например, наших городских? С качеством зеленых насаждений, вот такие вот обычные вопросы, вроде как, которые Это мозолят глаза да. вот нам каждый день. Не знаю, всех доставшие возможно муниципальный решать. транспорт, да. Не, ну это все возможно решать, как минимум благодаря тому, что через депутата любое обращение ускоряет, да, от получения ответа. Вот. А почему? Потому что, в принципе, так закон написан. И дальше, получается, да, тот же самый депутат, он может инициировать определенное, не знаю, там, собрание, да, рабочую группу создания для решения этих вопросов. Но, опять же, допустим, вопросы связаны, там, допустим, с транспортом, да, то же самое состояние дорог. Вроде бы кажется, что да, вот должны вопрос местного значения, но опять же не забываем, что есть различные категории: федеральная дорога, республиканская, муниципальная, да, и соответственно мы можем прийти к тому, что вроде бы мы дорогу видим в городе, да, а она принадлежит федералам, условно говоря, да, и соответственно ее никто не смотрит за ней, и мы ничего не сможем решить. Вот, грубо говоря, так. Поэтому депутат не все может решить, но в любом случае вопросы, связанные с развитием территории, с благоустройством, проживанием качественным на этой территории, эта задача легко решается депутатом. Хорошо. А что могут депутаты горсовета Уфы, мы более-менее понимаем? То есть это в первую очередь контроль выполнения различных решений, да, контроль выполнения законодательства, а также и изменение этого самого законодательства, Да. либо его создание, если его не хватает. Отлично. Это сложная работа, действительно, и желательно, чтобы побольше активных людей, которые этим занималось. И почему ты этим занимаешься, Совершенно тоже верно. более-менее понятно. Теперь расскажи, как это происходит. Вот как происходит, вот ты решил пойти в горсовет, в депутаты горсовета, причем самодвиженцем, а не от партии. Это сложнее, ведь нужно собирать подписи в поддержку согласно закону. Расскажи немножко, как это все у тебя проходило. Получается, проблема была, скорее всего, в том, что я поздно решился, да, пойти опять на самовыдвижение. Почему? Потому что, допустим, в прошлом году, когда я собрал почти там 300 подписей, 90% признали недействительными. Вот. Меня это очень расстроило и вообще даже раздражало. Почему? Потому что я реально стоял, моя семья отдыхала на море, а я ходил, собирал подписи, сам со всеми общался. Никто не принимал участия. Вот, потому что, наверное, была идея, что, условно, со всеми пообщаюсь, и, соответственно, в том числе будет, не знаю, там, люди, во-первых, пойму, разберусь и все остальное.
Вот. И в этот раз, получается, просто, условно, я столкнулся отчасти в судебных делах, и я понял, что я в этот раз справлюсь самостоятельно, то есть мне это не страшно ничего, а в целом получилось даже так, что законодательство вообще изменилось, в этом, то есть оно послабело, назовем так, и в целом, получается, сейчас уже нет каких-то жестких требований к оформлению, где прописан человек, то есть к указанию. К примеру, раньше, если ты не указал бы, что это Республика Башкортостан, город Уфа, улица там Ленина, да, там 2 квартиры, там 2,